20 лет исполнилось Центру нагайской культуры «Эдиге». Свой юбилей он отпраздновал в Астраханской филармонии. Через национальную музыку, танцы и выставку нагайцы показали свой самобытный этнос. Саида Аминова побывала на торжестве. Это нагайский танец, самобытный и красочный. Отражает всю культуру кочевого народа. Парни воины, а девушки олицетворяют родную землю. Музыка – гимн народа. Издревле у нагайцев зарождались и бытовали различные песенные жанры. Календарные, земледельческие, свадебные, колыбельные и обрядовые. Тексты песен пошли еще с исторической эволюцией народа. Предки в основном сами напевали, сами сочиняли вот эти припевки без инструментов. Я могу 2 строчки даже пропеть. Яр, яр, әргім кетсе енді де, мен қайтермін, яр, яр. Народная музыка звучала не просто так. На концерт собрались, чтобы отпраздновать юбилей Центра нагайской культуры «Эдиге». В этом году ему исполнилось 20 лет. За все это время организация наладила дружные отношения между нагайцами разных регионов. В своей работе они ориентируются на возрождение этнокультурных основ. У каждого народа есть определенная своя какая-то изюминка. И вот именно эту изюминку мы хотели бы внести на общий, как говорится, стол всех народов, чтобы все люди знали, кто такие нагайцы, чем они занимаются, какая у них культура. В фойе филармонии были развернуты различные площадки. Любой смог познакомиться с культурой нагайцев через литературу и искусство. Национальная художественная выставка поразила всех гостей. Ее организатор Фахрикамал Махмудова. Она нагайка. Все свои картины рисует маслом на холсте. Например, ее последняя работа называется «Два времени». Здесь изображена ее бабушка, которая качает ребенка. Часть посвящена эпосам и просто вот бытовым каким-то сценам, каким-то сценам из жизни нагайцев. Чтобы это как-то сохранить, чтобы это как-то, я не знаю, законсервировать этот мир нагайский. В нагайский мир входят и национальные костюмы. Одежда тоже имеет богатое историческое и этнокультурное наследие, отличаясь неповторимой самобытностью и красотой. У мужского костюма большое значение имела папаха. Обычно ее носили как символ достоинства и чести, а у женского свои особенности. Например, национальный костюм нагайки отличался большим разнообразием. И красивый нагрудник, и пояс-кусак. Его, кстати, украшали большими серебряными круглыми бляшками, а также головной убор. Нагайская женщина никогда не ходила с открытой головой. Нагайская культура широко представлена в Астраханской области, и все благодаря Центру «Эдиге», нагайскому обществу и различным песенным и танцевальным ансамблям. Этнос продолжает свое развитие. Организация возвращает молодых ребят к истокам народной культуры и воспитывает уважение к старшему поколению. Саида Аминова, Александр Галота, Дамир Майкенов. Вести, Астраханская область.